Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы. Разговор двух президентов. Что Рустам Минниханов обсудил с Владимиром Путиным, выслушал Дмитрий Аринин. Ожидания и реальность. В целом можно констатировать, что изменения есть. В Казани обсудили бюджет республики, как он изменится в следующем году и как это отразится на жизни, узнал Рамиль Шайдуллин. Лучший подарок к Новому году. Красивая, она светлая, в ней очень уютно. Кто из татарстанских военнослужащих сегодня заселился в новую квартиру, увидел Сергей Хайдаров. На стражу закона и собственных ворот. Вот надо встречаться. Вот на льду это самое то. Сегодня в Казани прошел Кубок юриста. О том, как судьи умело владеют не только словом, но и клюшкой. Рамиль Галиулян. Большой разговор о развитии Татарстана. В Челнах накануне поздно вечером прошла двусторонняя встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова. Президент Татарстана рассказал, как в республике обстоят дела в экономике с республиканскими программами об инициативе «Наш двор» и помощи обманутым дольщикам. Как Владимир Путин оценил развитие республики, расскажет Дмитрий Аринин. Первый и первостепенный в разговоре – экономика. Рустам Минниханов сообщил, валовой продукт Татарстана растет, перевалив за 2,5 триллиона рублей. Бюджет республики исполняется, инвестиций более 600 миллиардов, средняя зарплата – 37 тысяч рублей. Объем отгруженной продукции, я думаю, 2 триллиона 900, может быть, даже 3 триллиона. В процентах к прошлому году? К прошлому году где-то 1,2–1,5%. По национальным проектам в этом году республика выполнила все намеченные планы. В дело запущены федеральные и республиканские средства – 26 миллиардов рублей. 30 детских садов, значит, построено 2 школы, много, 341 объектов. Мы все плановые назначения по нацпроектам реализуем. Продолжают работать 40 республиканских программ. На них заложено 40 миллиардов рублей. Идет строительство дорог, модернизация соцобъектов. Рустам, жилой фонд? Есть все. 1000 домов, капитальный ремонт, квартирное жилье. Мы где-то 990 тысяч домов каждый год ремонтируем. Также Владимира Путина заинтересовало, как дела с поликлиниками. Мобильные поликлиники. Да, 4 и маленькие, и большие 4 поликлиники мы купили. 100% будем сельские населения ежегодно проводить. Как оказалось, Владимир Путин знает, что в Татарстане активно работают кадетские школы. Кадетские школы? Кадетские школы, да, лицеи, по всем этим 40 программ, на следующий год будет 50 программ. Также Рустам Минниханов сообщил, республика инициировала программу «Наш двор». С следующего года мы запускаем программу «7 тысяч дворов», привести в порядок в течение 3 лет. За минувшие 3 года в Татарстане завершили строительство 18 домов обманутых дольщиков. В 2019 году будет 10 объектов, 5 уже сдали. Значит, и начали работать с Дом РФ. Значит, основную часть в ближайшие 2 года должны закрыть проблемным дольщикам. Еще Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за помощь в организации мирового чемпионата по рабочим профессиям. Я хотел поблагодарить вас за WorldSkills. Это большое наследие для нас. И, конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить. В целом, после этого общения можно отметить, на развитие республики смотрят позитивно. Все вопросы будут решаться совместно и конструктивно. Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Набережные Челны. Как феникс из пепла он восстал и принял совершенно новые очертания. Так Владимир Путин оценил успехи КАМАЗа. В ходе визита на предприятие президент России отдельно встретился с руководителями предприятия Сергеем Когогиным и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым. Обсудили перспективные проекты автогиганта. Президенту сообщили, сейчас главное – серийный выпуск автомобилей нового поколения К5, а также беспилотного транспорта. Помимо этого, КАМАЗ начал выпускать более 60 моделей техники на газомоторном топливе. Идет работа по созданию моторов для тракторов и пассажирских электробусов. На дальнейшее развитие КАМАЗу, возможно, выделят 50 миллиардов рублей.
То, что за эти годы произошло, это такое, как феникс из пепла. Он встал и принял совершенно новые очертания. Не только внешне, но и по содержанию, по качеству. То, что мы сегодня видели, конечно, впечатляет. Мат-капитал на дорогостоящие операции для детей, как налог уменьшает минимальный размер оплаты труда и появятся ли дополнительные меры поддержки семей в новом году. О вопросах, которые на этой неделе Владимир Путин обсуждал с омбудсменами со всей России, нам рассказала уполномоченный по правам человека Республики Сырья Сабурская. Заря Харисовна, здравствуйте. Добрый день. На этой неделе Международный день прав человека. Омбудсмены 75 регионов встречались с Владимиром Путиным. Вы также присутствовали в Кремле. Расскажите, пожалуйста, о чем шла речь и какие впечатления от общения с президентом остались у вас? Прежде всего, импонировало то, что он дал очень хорошую, высокую оценку работе уполномоченных во всех субъектах. Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все для того, чтобы вас поддержать. Там, где чиновник не доходит, руки не дотягиваются, либо чего-то не чувствует, там должны появляться вы. Многие вопросы касались действительно очень важных проблем. Ну вот, например, проблем по защите прав наших граждан, детей, семей с детьми. В частности, возможности использования материнского капитала для оплаты лечения. На операции, наверное, да, надо только продумать, чтобы это уходило именно туда, вот о чем вы сказали. Кроме того, он высказал о том, что имеется и ряд предложений уже от самого президента Российской Федерации о новых мерах поддержки семей с детьми. Были вопросы, связанные и с уголовным производством. Если граждане совершили небольшой тяжести уголовное преступление, оно у них шлейфом идет по всей их жизни. И, конечно же, вот такие сложности возникают при вопросах трудоустройства. Честно говоря, как-то упустил из вида, что в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы. Мы их заберем, посмотрим. Еще очень важный вопрос, на мой взгляд, был задан. Это вопрос, касающийся минимальной заработной платы. Потому что мы знаем, что есть налоговое отчисление от всех заработных плат 13%. Когда человек получает на руки, он значительно меньше получает заработную плату. Поэтому же это уже ниже прожиточного минимума. Вы регулярно проводите приемы граждан по всей республике. С какими вопросами чаще всего люди обращаются к вам именно вот в последние годы? Как и всегда, самое большое число обращений – это жилищные проблемы, проблемам жилищно-коммунальной сферы. Есть вопросы, связанные и с социальным обслуживанием, социальной защитой. Помогает ли вам, как омбудсмену, система «Народный контроль»? По итогам 11 месяцев в народный контроль пришло уже 74 тысячи обращений. Число обращений растет, и я думаю, это в связи с тем, что люди видят все-таки действительный результат работы народного контроля. Спасибо большое, Заря Харисовна. Нацпроекты в Татарстане исполнены на 80%. Эту цифру сегодня в Казани озвучил глава российского Минфина Антон Силуанов. Показатель выше, чем в целом по России. Министр стал участником совместной коллегии Минфина, налоговой и казначейства, где обсуждали будущее нацпроектов, доходов и расходов республики. Ее провел Рустам Минниханов. Как и какой опыт республики предлагали распространить на всю страну, слышал и расскажет Рамиль Шайдуллин. Хотел бы поблагодарить Антона Германовича, что вы очередной раз нас посетили. Уже несколько лет подряд в работе совместной итоговой коллегии при обсуждении бюджета и налогов участвует Антон Силуанов. Впервые в повестке обсуждают и налог на самозанятых. Уже 55 тысяч самозанятых в республике появилось. Это на самом деле очень удобно, и у людей, особенно у молодых людей, появляются кредитные истории. Удобен, говорят, сам механизм. Самозанятые регистрируются в специальной системе, которую уже в следующем году транслируют по всей России. Плюсы и минусы, что называется. Нас больше интересует даже, что нужно подправить. Те, кто перешел на применение нового специального налогового режима, в первую очередь отмечают простоту постановки на учет и понятную систему налогообложения. То есть сегодня это сделать очень удобно, просто. Татарстан в лидерах по количеству самозанятых, на 3-м месте по инвестиционному климату, на 4-м по качеству жизни. И в ряду тех, кто нацпроекты исполняет эффективно, а средства распределяет точно и вовремя. Скажите, а как дальше у вас эта работа идет? Как вы построили свою работу с муниципалитетами? Все министерства индикаторы, показатели подписали всеми федеральными министерствами. А что касается муниципалитета, мы, в принципе, такой же работы параллельно ведем со всеми муниципалитетами.
Нацпроекты в Татарстане исполнены уже на 80%, заявил Антон Силуанов. На них направят больше 42 миллиардов рублей. И они уже затрагивают самый широкий спектр жизни. Медицина, экология, образование. Уже построены десятки детских садов, открываются школы. Как заметили на коллегии, это существенно решило проблему с очередями. Видим то, что республика активно включилась в этот процесс. Видим, какие уже изменения идут как в социальной сфере, так и в сфере развития инфраструктуры. А чем эффективнее это сложится, тем больше появится и финансовых возможностей, в том числе для развития регионов страны. Антон Силуанов заявил. По предложению Республики Татарстан, Рустама Нургалиевича, мы приняли решение о реструктуризации бюджета кредитов. Вот. Эта тема была полгода назад предложена Рустамом Нургалиевичем. Это значит, что ресурсы, ранее направляемые на погашение кредитов, теперь будут идти на внутреннее развитие. Предложение коснется всех регионов. Отдел глобальных торжественным моментом. Здесь же вручили награды работникам ведомств за добросовестный труд. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. За укрепление межнационального мира и согласия Рустам Минниханов удостоен премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Отмечается, что президент республики со всей ответственностью подходит к укреплению мира разных народов, живущих в Татарстане, и лично контролирует все ключевые стороны жизни. С новым домом. Сегодня в Казани в новые квартиры заселились больше 100 семей татарстанских военнослужащих. Ключи от служебного жилья им вручили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и премьер-министр Алексей Песошин. В гостях у счастливых новоселов побывал Сергей Хайдаров. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Перед уходом 2019 год исполнил их самую большую мечту. Так говорит семья Набиуллиных. Сегодня они наряжают эту елку высотой под потолок уже в своей новой квартире. Большие комнаты, зал очень большой. Детская есть, комната появилась наконец-то. Потом рядом со школой, детям хорошо ходить, близко. Сами уже ходят в школу, сами возвращаются. Как говорят Ильнар и Лилия, у их союза сразу две победы. Это сын и дочка Розалия и Розалина. Комнаты просторные, для игр места много. Это то, что надо, говорят дети. Красивая, в ней она светлая, в ней очень уютно. Надо говорить. Большое спасибо. Своя комната будет и у бабушки Набиуллиных. Ей исполнилось уже 100 лет. Поздравить ее с новосельем пришел начальник танкового училища и представители Министерства обороны. 100 лет прожила. Такую красивую квартиру не видела. Улыбаются и в отличном настроении. Всего сегодня в новые квартиры заселились больше 100 военнослужащих. Ключи им лично вручают заместитель министра обороны России Тимур Иванов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Уверен, что с учетом тех условий, в которых мы служим, работаем каждый день, наличие служебного жилья, комфортного, полностью обустроенного, построенного по самым современным стандартам, является неотъемлемой частью и показывает заботу, которая осуществляет Министерство обороны, руководство Министерства обороны по отношению к своим подчиненным. Я хочу поздравить всех новоселов с тем, что сейчас вы въедете в новые благоустроенные квартиры, и это поможет вам достойно нести воинскую службу, а вашим семьям комфортно находиться и ждать вас дома. У этого дома есть абсолютно все, что нужно. Причем не только внутри, но и снаружи. Как видите, здесь можно сыграть в футбол, в баскетбол, да и детям есть где разгуляться. Как говорят сами новоселы, это лучший подарок для них к Новому году. Очень рады. Этим гордимся, конечно, по-любому. Это же самое долгожданное, тем более. Что к Новому году такой замечательный тем подарок. Более перед Новым годом. Теперь военным и их семьям остается только обживаться в новых квартирах, а их дети уже оценили все плюсы своего нового двора. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Они пишут стихотворения, изучают дневники и воспоминания своих предков и штурмуют архивы. 20 школьников со всей республики сегодня представили свои исследовательские проекты на площадке КФУ. Там прошел республиканский конкурс, посвященный столетию ТАССР. Деятельность Джамаловых людей мало изучена.
Лейла Мусина – одна из 20 финалисток конкурса, посвященного столетию образования ТАССР, а значит, одна из лучших школьников республики, изучающих историю татарского народа. Ее интерес – выдающиеся личности. Я работала только по личности Джамала Валиди. Мне очень понравился вклад в его работу, но, к сожалению, его не оценили. Среди старых альбомов я нашла дневник моего деда. А личности с большой буквы могут оказаться и в собственной семье. Письма, дневники, воспоминания. Диляра Гельфанова буквально по пазлам собирала историю жизни родного дедушки, служившего в Великую Отечественную. Тяжелые периоды жизни изучает и Калерия Базина, только в истории родного Чистопольского часового завода. Завод эвакуирован из Москвы в 1941 году. Переправа была очень тяжелая. Люди своим ходом из Казани перевозили оборудование в Чистополь. Роза Амирова из Набережных Челнов уже имеет свой литературный сборник на татарском языке. Стихотворение о любимом крае пишет с детства. Мои стихи, которые посвящены родному краю, они отражают всю красоту моего родного города. Помогают участникам их учителя-историки. Для исследований в школах все больше возможностей. Мы планируем создать около 7 музеев. И основным у нас является именно музей, посвященный ТАССР. Конкурс подвигнет, надеюсь, учителей школ, директоров школ, ну и самих, прежде всего, учащихся к познанию. На заочный этап заявились 300 школьников. Сегодня их осталось 20. И только нескольким достанутся победные места. Юлия Муратова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Нет снега, зато есть книги. 10 тысяч экземпляров можно найти в зимнем книжном фестивале. Мировые бестселлеры, эксклюзивные новинки привезли в Казань 74 издательства из разных городов России. 12-й фестиваль посвящен музыке и литературе. На что готовы издательства ради читателей и какие книги в тренде, расскажет Лилия Кашфарова. Речь идет о Юдина, и это фотография Юдина. Эта история происходила в Казани, и это история ее, Светланы Лукояновой. Книжка, хоть и малышка, зато ее напечатали. 10 лет авторского труда. И вот дебют на книжной ярмарке. Чтобы это был путеводитель по Казани, но не такого помпезного, вот наши музеи, вот наши памятники, а маленькая личная история двух девочек. Чьи-то книги на полках впервые, а чьи-то кочуют по всему миру. Одни великаны, другие помещаются в ладошки. Какие-то весят килограммы, в других 3 слова на странице. Из одних вылезают истории, из других – динозавры. Для каждой свой читатель, и он уже в активном поиске. Сегодня пришла посмотреть на интересные книги, на людей, может быть, с кем-то даже познакомиться. В детском отделе была книжка про психологию, но она необычная по месту ее расположения. Там есть такие 3D-книжки, из которых вылезают драконы, но это просто достаточно необычно. Книжные фестивали проходят 2 раза в год, летний и зимний. В этот раз готовы принять более 3000 книголюбов. О вкусах не спорят. Кто-то выбирает детские книги от Роскосмоса, а кто-то в тренде. Нон-фикшн – реальные истории с капелькой вымысла. Исследования, эссе, статьи и так далее, дневниковые какие-то записи классиков и так далее. То есть это скорее не художественная проза. Художка здесь тоже есть, но в меньшей степени. Книжная тусовка на 2 дня. За это время можно успеть сходить на показы кино, мастер-классы, дискуссии, немецкий концерт. И найти на ярмарке из 10 тысяч экземпляров единственную и неповторимую. Здесь и список дел Мерлин Монро, и список грехов Альберта Эйнштейна, и даже список покупок Леонардо да Винчи в его известном перевернутом исполнении. Пора составить и свой список книг для прочтения в новом году. Лилия Кашфарова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На страже закона из собственных ворот сегодня в Казани прошел турнир по хоккею с шайбой между судьями, прокурорами и адвокатами. Кубок юриста 2019. В этом году к татарстанским коллегам подключились и нижегородские судьи. За главный трофей борьбу вели 4 коллектива. О том, как юристы умело владеют не только словом, но и клюшкой, расскажет Рамиль Галиуллин. Хоккейная форма, коньки, в руках клюшки и сражения настоящих мужчин. На льду они забывают про все звания и регалии. За победу сражаются служители Фемиды. Опасные моменты не менее зрелищные, чем в матчах профессионалов. У нас работа такая, она тяжелая, ответственная. И как бы вот где-то вот надо встречаться. Вот на льду это самое то.
Не первый год скрестить клюшки с татарстанскими блюстителями закона в Казань приезжают судьи из Нижнего Новгорода. В составе гостей Николай Рябов. На его счету за эти годы в турнире уже не одна заброшенная шайба. У вас команды в Татарстане достаточно молодые, а у нас средний возраст, наверное, 50 лет. В основном встречаемся для того, чтобы пообщаться с коллегами, рассказать о каких-то своих результатах, достижениях. Несмотря на то, что на площадке непрофессиональные хоккеисты, назвать матчи скучными язык не поворачивается. Команды играют 2 периода по 15 минут. Страсти бушуют как на трибунах, так и на льду. На ледовой арене свои силы проверяли сразу 4 коллектива: Верховного суда, прокуратуры, коллегии адвокатов и нижегородских судей. Кубок приурочен ко Дню юриста. Турнир проводится на протяжении уже 14 лет. Играют в основном команды правоохранительных органов и наша судейская. Дух соперничества присутствует, тем не менее, мне кажется, это больше товарищеские матчи. Команды обновляются, приходят молодые судьи. В упорной борьбе победу на турнире одержали нижегородцы. На втором месте прокурор республики. Третью ступень пьедестала заняла команда Верховного суда. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Юниорская сборная России по хоккею стартовала с победой. Казань принимает турнир 4 наций: Россия, Словакия, Швейцария и США. Всем хоккеистам не больше 17 лет. В российской сборной есть и казанский игрок Иван Миховов из системы подготовки Акбарсов. Первый день турнира наши хоккеисты уже обыграли словацких сверстников. Сейчас во Дворце спорта они играют с командой из Швейцарии. Ждать ли нашу сборную в финале? С нами на связи Вероника Гайнудинова. Да, Алексей, добрый вечер. Первый матч действительно для нашей сборной завершился очень удачно. Российская команда, можно сказать, разгромила словаков со счетом 7-1. И сегодня мы, конечно, тоже надеемся на победу. Но если говорить о самом турнире 4 наций, это уже традиционное соревнование. Оно проводится во время всего хоккейного сезона, не только в России, но и в странах Европы. В этом году местом проведения выбрали Казань. Наши болельщики, конечно, этому очень рады. И стоит отметить, что многие сегодня пришли с детьми. И вот что они говорят. А мы вчера приходили, болели, сегодня решили и завтра придем. Потому что мой сын тоже в будущем хочу, чтобы был таким же хоккеистом, чтобы у него все получалось и играл за нашу страну. Впервые на хоккее. Для меня вообще много-много эмоций позитивных. Очень надеюсь на хорошую, продуктивную игру нашей команды. Я болею за Россию, хочу, чтобы они выиграли. За российскую юниорскую сборную играет и наш казанский хоккеист Иван Миховов. Он нападающий, воспитанник школы Акбарса. Надеемся, что и он сможет отличиться в матчах. Ну а завтра уже заключительный день турнира. Мы надеемся сегодня победить и завтра сыграть в финале Россия-США. Поболеть, прийти можно сюда, во Дворец спорта. На этом у меня все. Алексей, вам слово. Спасибо, Вероника. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Ну а этот выпуск продолжит традиционная субботняя рубрика «В сети» с Арманом Костаняном. Я же прощаюсь с вами до следующего нашего выпуска, который будет 21:30. Всего вам доброго. Всем привет! Конец рабочей недели, все рабочие хлопоты позади, впереди целый день отдыха и расслабления. Но сильно расслабляться тоже нельзя, потому что Новый год на носу. Уже надо ведь купить еще зеленый горошек, майонез, ящик мандаринов, ну и селедку под шубой в конце концов сделать. Так что перед тем, как пойти по магазинам, предлагаю быстренько пробежаться по всем интересным новостям интернета, чтобы, так сказать, быть в курсе всего. Это рубрика «В сети». Начнем! Перед Новым годом во всех гипермаркетах огромные очереди. И казалось бы, что больше нигде такого не бывает, но не тут-то было. На концерте Егора Крида в Казани народу было чуть больше, чем в очереди за зеленым горошком со скидкой. И, судя по всему, там было жарковато, потому что одна из фанаток даже бюстгальтер сняла и бросила на сцену. Ну, видимо, девушке жарко было. Или это была его бывшая и бросила ему бюстгальтер со словами «Ничего мне не надо от тебя». Татары танцуют под Егора Крида, а вот недавно баллотирующая в президенты Ксения Собчак с певицей Алсу устроили татарские танцы в Башкирии.
Думаю, если бы она до выборов так танцевала, то голосов было бы явно больше. Следующее видео называется «Что нужно сделать, чтобы стать героем интернета?». Или, кстати, можно назвать так: «Что сделать, чтобы весь город тебя возненавидел?». Поэтому, дорогие друзья, никогда так не делайте. А вы можете отжаться 1500 раз? Нет? А вот наш следующий герой спокойно. На улицах Казани был замечен известный блогер Эрик Давидыч с новым своим обзором. Но не об этом. Давидыч оценил работу казанских городских служб после большого количества осадков. Всю ночь шел снег. Значит, с утра едем, сейчас 8 утра. Все бордюрчики почищены. Татары красавчики. Вожуха просто. Так что, золотые мои, запомните слова великого Давидыча. Татары красавчики. Молодые супруги из Орехово-Зуева назвали свою новорожденную дочку Россия. Нам просто нравится жить в этой стране, нравятся ее законы, нравится то, что государство предлагает. Так, значит, дальше ждем девочек по имени Татарстан, Казань, Бугульма, ну и в конце концов будет мальчик Балтаси. За последнюю пару дней обсуждаемым в Рунете стало видео с участием министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, который на заседании коллегии Минспорта России смотрел обзор матча Лиги чемпионов. Нет, ну как бы заседание коллегии это, конечно же, важно, но футбольчик, как уж без него. Заседания постоянно проходят, а матч Лиги чемпионов – это святое. Думаю, что у Владимира Леонова в голове были именно такие мысли. Чего я там не видел? А вообще, как бы он министр спорта, поэтому и смотрит спорт. Все логично. Или это не так работает? А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. И сразу же у президента фото с Виталием Мутко. Ну, видимо, обсуждали поведение Владимира Леонова на заседании. Далее Рустам Минниханов порекомендовал всем посмотреть цикл передач про Татарстан от Вилиха Апасала. Далее в объективе президента Словакия, где обсудили сотрудничество в области нефтепереработки. Далее Рустам Минниханов отправился в Белоруссию, посетил там соборную мечеть, ну и, конечно же, встретился с главным батькой Александром Лукашенко. Ну и уже украшенная к Новому году Площадь Свободы. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы скончался в возрасте 83 лет. Вторую строчку занимает рэпер Juice WRLD. И замыкает тройку премьера фильма «Ржев». Все пишите, присылайте свои фото и видео, различные новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево облачно. Осадки не ожидается. Морозно, до -8. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также пасмурно. Без осадков и холодно. 6-7 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши небо затянет облаками. Будет сухо, -8-10 градусов. К вечеру значительно подморозит до -15. Жителей Арска, Кукмар-Балтаси ожидает умеренный мороз до -6. Болгар, Дрожжиное, Буинск велика вероятность осадков в виде снега. Днем до -5. Альметьевск, Чистополь-Мамадыш облачно, холодно, особенно в вечерние и ночные часы. Дневные температуры будут колебаться от -5 до -7 градусов. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 5 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Чудеса случаются. Трехкомнатная квартира по цене двухкомнатной. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03.
Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» передовые технологии вместо скальпеля хирурга. Робот помогает грыже уйти на место. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В столице республики пасмурная погода. Ожидается снег. Днем умеренный мороз, минус 3-5 градусов. Ветер юго-восточного направления, слабый. Атмосферное давление выше нормы, 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор показа ООО «ТСИ». Купите квартиру в декабре 2019 года в ЖК «Родина», дом номер 8, со скидкой 50 тысяч рублей. И участвуйте в розыгрыше бытовой техники. Выигрывает каждый второй участник розыгрыша. И это еще не все сюрпризы. Подробности по телефону в Казани 227 10 50. Новогоднее чудо не ищут под елкой. Оно приходит с исполнением заветной мечты. Мечты, которую вы воплощаете вместе с компанией ТСИ. Успей купить квартиру со скидкой в ЖК «Родина» и участвуй в розыгрыше призов при покупке квартиры в ЖК «Родина» и ЖК «Радужный 2».